Саид Геннадьевич, расскажите нам об итогах работы администрации Гулебского района за 2023 год. Зерафимас Хатырскуапсна Хада. Уважаемый Аслан Георгиевич, позвольте перейти к отчету о проделанной работе за 2023 год. Прошедший год обозначил много вызовов. Хочется отметить, что сделано немало. Божьей помощью доходная часть бюджета Гулебского района за 2023 год выполнена на 108%. По всем 13 показателям доходной части бюджета. При плане 312 миллионов 731 тысяча, фактические поступления 337 миллионов 871 тысяча. Из них собственные доходы составили 135 миллионов 583 тысячи рублей. При плане 110 миллионов 437 тысяч рублей или 122%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление собственных доходов увеличилось на 44 миллиона 075 тысяч или на 48% больше. Собственные доходы на 2023 год были запланированы в сумме 90,9 миллионов рублей. Благодаря проделанной работе доходная часть бюджета увеличилась. Согласно принятым решениям Собрания Гулебского района, плановые показатели доходов были доведены и утверждены в сумме 110 миллионов 437 тысяч рублей. Следовательно, объем собственных доходов увеличился в 2023 году на 19 миллионов 460 тысяч рублей. Экономические показатели района дали возможность дополнительных поступлений в бюджет, что позволило направить денежные средства на укрепление материально-технической базы объектов, жизнедеятельности района, повышение уровня жизни нашего народа, работников бюджетной сферы, образования, здравоохранения и культуры, оказание материальной помощи социально уязвимым слоям населения. В администрацию района обращаются граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию. И им выделяется материальная помощь из средств республиканского и районных бюджетов. Произведены единовременные выплаты в виде материальной помощи на общую сумму 9 миллионов 671 тысяч рублей. 462 человека показали им помощь. При финансовой поддержке неравнодушных граждан нам удалось трижды в апреле, в сентябре, ко Дню Победы и декабре 2023 года в честь рождественских и новогодних праздников оказать материальную помощь 178 семьям с детьми-инвалидами, сиротами, малоимущими, многодетными семьями на общую сумму 4 миллиона рублей. Оказана помощь 4 малоимущим семьям на улучшение жилищных условий на сумму 500 тысяч рублей. Как вам известно, в 2023 году мы праздновали 30-летие победы Отечественной войны народа Абхазии, 15-ю годовщину признания Республики Абхазия. Администрацией Гулебского района проведены работы по развитию инфраструктуры и благоустройству района. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы и приуроченный к нему праздник урожая, посетили более 3000 человек. Всего на подготовку и проведение празднования израсходовано 4 миллиона 659 тысяч рублей. Установлены по всей территории района баннеры, посвященные Великой Победе. Администрации района оказана материальная помощь 185 инвалидам и семьям погибшим в Отечественной войне народа Абхазии на сумму 3 миллиона 083 тысячи рублей. Организован праздничный банкет на 400 человек с участием ветеранов войны. Задав высокую планку по организации празднования Дня Победы, на достойном уровне проведены мероприятия по организации празднования Светлого Рождества Христова и Нового года. Всего на подготовку и проведение новогодних и рождественских мероприятий израсходовано 4 миллиона 188 тысяч рублей. Установлены елки в крупных населенных пунктах района, проведены праздничные театральные представления, где были розданы подарки детям. Администрация района за счет спонсорской помощи были исполнены новогодние пожелания 87 детям, проживающих в Гулебском районе, и роздано 400 новогодних подарков детям на общую сумму 750 тысяч рублей. В 2023 году было установлено и размещено вдоль трассы в Гулебском районе 11 баннеров. Ко Дню Победы 6 баннеров на сумму 595 тысяч рублей. Празднование Нового года и Рождества 5 баннеров на сумму 99 500 рублей. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
в 1941-1945 годах отреставрировано и благоустроено 7 памятников, посвященных погибшим в Великой войне. Традиционно Гулипский район – район сельскохозяйственный, с огромным потенциалом. Развитие сельского хозяйства – это продовольственная безопасность нашей богохранимой республики. И основным приоритетом для администрации района является развитие сельского хозяйства, закладка однолетних и многолетних культур, повышение уровня жизни в сельских населенных пунктах. Всего в 2023 году вспахано более 800 гектаров пашни, в том числе кукуруза на зерно 600 гектаров, собран урожай 1500 тонн, овощи 150 гектар, картофель 20 гектар, бахча 20 гектар, фасоль, тыква и так далее 10 гектаров. Выращивается клубника на площади 50 гектаров, средняя урожайность 10 тонн на 1 гектар. Вспахано более 86 гектаров земельных угодий 127 погибшим и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии на сумму 419 239 тысяч рублей. Проведено лечение кукурузы от вредителей за счет администрации района на сумму 385 тысяч рублей. В 2023 году Министерством сельского хозяйства выделено 2950 литров ядохимикатов для лечения растений от вредителей и грибковых заболеваний. Полученные препараты розданы населению безвозмездно через администрацию сел. С целью развития предпринимательства в сфере сельхозпроизводства в 2023 году в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия районам направлено 25 сельскохозяйственных бизнес-проектов. Из них одобрено и профинансировано 18 проектов на сумму 7 миллионов 922 тысячи рублей. В 2023 году в администрации началась систематическая работа по регулированию правоотношений в сфере землепользования. Рассмотрено за 2023 год 276 обращений по вопросам выделения земельных участков, в том числе приусадебное землепользование 180, под сельхозпроизводство 22, под строительство объектов туристического назначения 68, под строительство складских помещений и торговых объектов 6. За отчетный период представлено в аренду 270 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 155 гектаров под однолетние культуры и 124 гектара под многолетние культуры, 22 физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 180 гражданам передано наследное владение 34 гектара земельных угодий для выделения личного подсобного хозяйства. Земли сельхозназначения в Гулипском районе 30 910 гектаров, в том числе пастбища 20 626 гектаров, приусадебный фонд 2008 гектаров, залежи 5758 гектаров, многолетние насаждения 778 гектаров, в том числе виноград 250 гектаров, плодопитомник 70 гектаров. Площади под цитрусовые культуры на 2023 год общие, частные и государственные 1134 гектара, 531 055 корней. Хотел бы сказать, что самый большой урожай был в 2022 году 22 тонны. В 2023 году был 12 тысяч тонн. Была вегетация. В этом году, если будет Богу угодно, ждем обильный урожай. Самый большой урожай, как нам помнится, это был в 1991 году 40 тысяч тонн. Гулипский район обладает большим экономическим потенциалом в различных направлениях, в том числе и в сфере туризма. До Отечественной войны народа Абхазии на территории района функционирует 13 объектов санаторно-курортного назначения различной категории. В настоящее время из восстановленных функционирует 1 объект, 6 объектов на стадии проектирования, по которым планируется частные инвестиции от 300 миллионов до 18 миллиардов рублей. Одновременно наблюдается тенденция на увеличение обращений граждан по вопросу выделения земельных участков под новое строительство объектов санаторно-курортного назначения. Администрации Гулипского района предоставлены под эти цели земельные участки площадью более 23 гектаров, 77 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Расшифровка потом будет вам представлена. Услуги по средствам размещения туристов в 2023 году оказывали 4 юридических лица, общее количество номеров 55.
66 физических лиц, общее количество номеров 368, в том числе 8 индивидуальных предпринимателей с общим номерным фондом в количестве 98 номеров начали свою деятельность в этой сфере в 2023 году. Благоприятный инвестиционный климат прослеживается не только в туристической сфере, так администрацией района выделена ООО «Абхазская цитрусовая компания» земельный участок площадью 7 гектаров для создания производственно-логистического комплекса по заготовке, хранению, переработке, реализации цитрусовых плодов и продуктах их переработки. При запуске объекта планируется открытие более 130 рабочих мест. Ориентировочный объем инвестиций 700 миллионов рублей. В 2023 году общий объем инвестирования по Гулиевскому району составил 360 миллионов 936 тысяч рублей. В том числе объем частных инвестиций составил 211 миллионов рублей. Бюджетные инвестиции составили 149 миллионов 936 тысяч рублей. В том числе бюджетные инвестиции из резервного фонда президента и Кабинета министров Республики Абхазия 18 миллионов 366 тысяч рублей. И бюджетные инвестиции за счет средств финансовой помощи Российской Федерации по инвестиционной программе 131 миллион 570 тысяч рублей. Расшифровку я вам затем представлю. Администрации сел и поселка Гулиевского района профинансированы на общую сумму 33 миллиона 680 тысяч рублей. И выполнены следующие виды работ. Разработка продольных водоотводных канав в селе Пщап, в селе Дранда на сумму 9 миллионов 738 тысяч рублей. Замена покрытия кровли зданий администрации, ремонт фасадов зданий 5 миллионов 370 тысяч рублей. Восстановление участка дороги после обвала и выпрямление русла реки по улице Мясняковой и улице Ботаническая 4 миллиона 787 тысяч рублей. На приобретение оргтехники для администрации 784 тысячи рублей. Также денежные средства направлены на празднование 30-летия победы Отечественной войны народа Абхазии 1 миллион 27 тысяч рублей. Также муниципальному унитарному предприятию ЖКХ Гулиевского района направлены денежные средства для выполнения работ и приобретения специальной техники в общей сумме 11 миллионов 900 тысяч рублей. Представлю расшифровку, очень большой перечень. Из средств местного бюджета отремонтированы и освещены 6 мостов на территории населенных пунктов Куапчара, Зыма, Чхалта, Генцвиш, Сакен, Амаришара, администрации села Ажара на сумму 10 миллионов 106 тысяч рублей. За счет средств резервного фонда президента Республики Абхазия профинансирование 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, всего направлено 1 миллион 450 тысяч рублей. 1 миллион 500 тысяч рублей на организацию мероприятий по празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии в 92-93 годах. Выделены из резервного фонда президента Республики Абхазия денежные средства в сумме 2 миллиона 950 тысяч рублей, направлены в МУП ЖКХ Гулиевского района на приобретение спецтехники. Пристальное внимание в районе уделяется вопросам предотвращения наводнений. В 2023 году проведена работа по расчистке русел рек из резервного фонда Кабинета министров Республики Абхазия по доброй воле президента республики. Выделено денежные средства на сумму 69 миллионов 643 тысяч рублей на реализацию 6 проектов в данном направлении. Расчислены реки Мачара в селе Мачара и реки Парнаут в селе в поселке Гулдерипш. Проведены работы по выпрямлению пройма реки Кодор на 3 тяжелейших участках. Восстановлен мост на реке Малая Скурсия в селе Нижний Пщап. Перечень я вам представлю. Одновременно проведены работы по устройству мостовых сооружений через реку Малый Кодор в селе Кацикоет на сумму 10 миллионов 365 тысяч рублей. За счет средств резервного фонда Кабинета министров Республики Абхазия также профинансировано 6 миллионов 816 тысяч рублей. Денежные средства направлены в МУП ЖКХ Гулиевского района на приобретение насосного оборудования для установки на головной насосной станции в селе Дзыгуда Сухумского района в сумме 538 тысяч рублей. На приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства района профинансировано 3 миллиона.
Приобретены техника на базе ГАЗ, 2 единицы. На приобретение стабилизаторов для головной насосной станции в селе Дзигуда выделено 3 миллиона 277 тысяч рублей. Через село Дзигуда поставляется вода в Гулипский район более 6 тысяч потребителям. В Гулипском районе в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 года реализации подлежат 5 мероприятий на общую сумму 177 миллионов 338 тысяч рублей. В том числе на период с 23 по 25 года были запланирован капитальный ремонт 4 улиц в Гулипском районе через Управление капитального строительства Республики Абхазия на общую сумму 131 миллион 905 тысяч рублей. По 2 улицам работы выполнены в полном объеме, по 2 другим ведутся работы. Перечень я вам представлю. Что касается полигона, то на строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулипского района дополнительно выделено финансирование в размере 15 миллионов 470 тысяч рублей, а также на приобретение комплексных очистных сооружений для очистки фильтра полигона твердых бытовых отходов 30 миллионов рублей. В Гулипском районе проводится целенаправленная работа по приведению электрохозяйства района в надлежащее состояние. Гулипским филиалом РУП «Черноморэнерго» установлено 10 новых трансформаторов. Проведена замена 16 трансформаторов различной мощности. Установлены новые железобетонные опорные столбы 103 штуки. Произведена замена 40 километров проводов АЭС различного сечения, АЭС-50, АЭС-35. Произведена замена 20 километров проводов СИП разного сечения. Расчищено 58 километров линий электропередач. Заменены 38 рубильников РПС-400 и РПС-250. Произведено восстановление высоковольтных кабелей в 22 местах. За 2023 год установлено 580 приборов учета нового образца, в том числе однофазных 375 штук, трехфазных 212 штук. Одновременно с целью обеспечения полного учета и недопущения потерь электроэнергии установлено 17 маршрутизаторов и 17 балансовых приборов учета на комплексных трансформаторах подстанциях КТП. В районе общее количество абонентов составляет 9110, в том числе ИП-32, юридические лица 89, население 8379 абонентов, из них льготников 736 человек. Что касается сбора средств за потребленную электроэнергию, данный вопрос стоит на постоянном контроле у руководства района. Полностью оплачены начисления за потребленную электроэнергию по администрации Гулипского района и администрациям сел и поселка на сумму 865 567 тысяч рублей. По объектам образования, школам и детским садам оплачено 1 миллион 088 тысяч рублей. По учреждениям здравоохранения, финансируемым из местного бюджета, оплачено 283 тысячи рублей 258. По спорткомплексу поселка Агудзыр оплачено 201 тысяча 350 рублей. Всего бюджетными организациями оплачены начисления РУП «Черноморэнерго» за потребленную электроэнергию в сумме 2 миллиона 479 тысяч рублей. Одновременно МУП ЖКХ Гулипского района перечислено за электроэнергию в 2023 году 1 миллион 525 тысяч рублей. Всего в 2023 году бюджетными организациями и МУП ЖКХ района оплачены за потребленную электроэнергию на сумму 4 миллиона 5 тысяч рублей. Задолженность по бюджетным организациям района отсутствует, произведена 100% оплата. Процент собираемости за 2023 год по данным РУП «Черноморэнерго» по району составляет 31,9%, по физическим лицам 19,4%, по юридическим лицам 96,2%. В январе за месяц 2024 года процент оплаты за электроэнергию в целом по району составил 14% в связи с праздниками, и вы знаете, только начали год. В том числе по физическим лицам 9%, по юридическим 53%. В рамках инвестиционной программы установлено 300 столбов и 600 плафонов по 150 Вт на расстоянии 13,6. Это республиканская трасса. На территории республиканской трассы протяженностью 16 км от реки Кодор до Килосори.
Подключено освещение на расстоянии 12 километров 200 метров. В остатке у нас 2 километра 400 метров. Будем надеяться, что с Божьей помощью в этом году завершат. Общая площадь района составляет, как вам известно, 1834 квадратных километров. Протяженность береговой полосы у нас 18 километров. В районе проживает около 18 тысяч человек, 17 620 прописанных. Национальный состав 6 тысяч абхазов, 8 тысяч армянского населения, 2 тысячи русского населения, около 2 тысяч различных национальностей. 3350 пенсионеров, получающих абхазскую и российскую пенсию. Также 147 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, 29 семей погибших. Граждане трудоспособного возраста насчитывают 10 437 человек. Младше трудоспособно 3044 человека. Старше трудоспособно пенсионеры 4139 человек. Количество занятых по Гулипскому району всего составляет 7672 человека. Из них в организациях и предприятиях работают 2176 человек. Индивидуальных предпринимателей 496 человек. Число занятых ориентировочно составляет 5000 человек. За 2023 год паспортной службой в Гулипском районе прописано всего 267 человек. В том числе прибыло из-за пределов Республики Абхазия 16 человек, из других районов прибыло 104 человека. Прописали в связи с первичным получением паспорт всего лишь 118 человек. Национальный состав прибывших на постоянное место жительства населения: абхазы 131 человек, русские 30, армяне 34, другие национальности 67. Выбыло из Гулипского района в 2023 году 80 человек, в том числе в другие районы страны 57 человек, за пределы Республики Абхазия 23 человека. Количество родившихся в 2023 году 88 детей, 41 мальчик и 47 девочек. Абхазов 46 человек, русских 5, армян 30, другой национальности 7. В Гулипском районе, как вам известно, функционирует 13 школ, одна спортивная. Количество учащихся 1938 человек, преподавателей 304 человека, детские сады 3 детских сада, детей 300 человек, преподавателей, работников и воспитателей 81 человек. Спорт. За отчетный период в 2023 году молодежь района принимала участие в соревнованиях. Команды по баскетболу в Кубке Республики Абхазия среди мужских команд 21 февраля 2023 года. Команда по карате принимала участие в городе Ростов-на-Дону в первенстве по киокусинкай 30 марта. Команда по волейболу в Кубке Республики Абхазия среди мужских команд 22 мая. Футбольная команда Уарча принимала участие в Кубке Республики Абхазия 26 апреля. Сборная Гулипского района по боксу принимала участие в турнире в городе Адлер 15 июня. На соревнованиях в отчетный период 2023 года многие спортсмены района заняли призовые места. Силами Комитета молодежи и спорта Гулипского района были проведены следующие соревнования. Открытый турнир в Гулипском районе по шахматам, посвященный 30-летию Дня Победы. Кубок по мини-футболу, открытый турнир Гулипского района по боксу, посвященный 30-летию Дня Победы. Открытый турнир Гулипского района по домино, посвященный 30-летию Победы. Чемпионат Абхазии и первенство на Кубок Георгия Победоносца. Турнир по тайскому боксу 9 октября 2023 года. Все эти факторы принимаются во внимание при принятии нами решений. Наша цель – учесть интересы и потребности всех жителей района, независимо от их возраста, национальности или социального статуса. Мы стремимся создать условия для благополучия всех жителей, способствуя развитию района и повышению качества жизни. Анализируя ситуацию о проделанной работе, мы готовы ставить перед собой смелые и амбициозные задачи на 2024 год. Планируем с Божьей помощью проводить дальнейшую работу по решению социально значимых проблем. Остро стоят вопросы материально-технической базы учреждений образования, что способствует оттоку более 400 проживающих в районе детей в школы и детские сады города Сухум. Из 13 школ одна школа в селе Мерхиул в аварийном состоянии, остальные 12 необходимый капитальный ремонт. Из 3 функционирующих детских садов 2 детским садам требуется капитальный ремонт.
Необходимы спортивные площадки во всех школах и благоустройство игровых площадок в детских садах. Наряду с вышеизложенным также необходимо восстановление Каштакской школы и 2 детских садов, переданных району Институтом сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Мы будем обращаться к руководству страны с просьбой по вопросу строительства школы-интерната для детей из малообеспеченных семей, 46 семей, а также реабилитационного центра для детей-инвалидов, более 54 детей. Остро стоит вопрос капитального ремонта Гулибского военного госпиталя Министерства обороны Республики Абхазия, на базе которого размещена Гулибская центральная районная больница. Актуально для социально-экономического развития района завершение ремонта рынка в поселке Гудзера и строительство завода по переработке сельхозпродукции, запуск которого позволит решить вопрос некондиционной продукции и обеспечить внутренний рынок не только соками, джемами и другой натуральной экологической чистой продукции, а также открытием новых рабочих мест. Актуален в 2024 году вопрос по ремонту мостов, дорог и других объектов инфраструктуры Гулибского района. В настоящее время существует проблема с мостом в селе Мирхиул по военно-сухумской дороге. Нами направлено письмо в Кабинет министров от 18 декабря 2023 года и выражаем надежду, что проблема будет разрешена. Остро стоит вопрос восстановления автомобильно-пешеходного моста в селе Мачара, соединяющий улицу Заречная и военно-сухумскую дорогу. 185 хозяев, 406 человек проживает. По данному мосту учащиеся, проживающие улицы Заречной села Мачара, ходят в Нижнюю Мирхиульскую школу. Контингент учащихся 103 человека и 20 работников. Планируем в рамках организации противопаводковых мероприятий проведение глубоких дренажных работ по ливневкам и с выводом потока воды в безопасное направление с целью недопущения наводнений, подтоплений во время стихийных бедствий. Развитие курортной сферы, увеличение количества средств размещения туристов выдвигает вопрос охраны природы и функционирования системы водоотведения. Необходимо строительство современных очистных сооружений. Также нами привлекаются инвесторы, хозяйственники для того, чтобы возродить былую славу района. Для укрепления материально-технической базы служб района необходимо специализированные транспортные средства и техника в количестве как минимум 15 единиц. Будет нами представлен вам перечень. На 2024 год мы ставим задачи по привлечению жителей района, особенно подростков и молодежь, к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. Следовательно, встает вопрос о наличии спортивных площадок и ремонта имеющихся спортивных залов во всех населенных пунктах района, включая школы. Наряду с этим нужно решить вопрос ремонта районного дома культуры и клуба поселка Гудзера, где мы будем проводить российские выборы. Одной из главных целей, которую мы ставим перед собой, является духовное нравственное воспитание молодежи, привитие ей основ и принципов кодекса Апсора и вовлечение молодежи в социально полезную деятельность. В рамках поставленной цели мы следуем важной задаче – возвращению мировоззрения молодежи к национальным и духовным истокам. Планируется строительство монастыря в селе Мачара Гулибского района на Высокой Сопке, под которой выделен земельный участок площадью 1,5 гектара земли. В своем отчете мы остановились лишь на самых приоритетных направлениях деятельности администрации района, которые мы собираемся развивать. Актуальных вопросов много, и мы с Божьей помощью готовы их решать, и да поможет нам в этом Бог. Хотел бы выразить, Аслан Георгиевич, вам искреннюю признательность и благодарность от всех жителей района и от себя лично за оказанную поддержку в 2023 году во всех мероприятиях жизнедеятельности нашего района. Купсыкал и табу пишас. Спасибо. Сергей Иванович, спасибо за отчет. У меня несколько вопросов и рекомендаций. Мы на пороге туристического сезона. В вашем районе реализуется самый крупный инвестиционный проект за всю послевоенную историю в Абхазии. На что я хотел бы обратить ваше внимание. Уже будут приводить в порядок в апреле, в мае, начнут делать обрезку деревьев на участке от республиканской трассы до аэропорта. Приводить в порядок будут эту дорогу, вы это имейте в виду, так, чтобы
местные органы власти в случае какой-то необходимости, чтобы в этом оказывали содействие. Республиканская трасса, вы там проводите неплохую работу, в этом году необходимо продолжить. Вместе с Абхазским автодором сложите усилия ваши и Абхазского автодора и навести порядок. На что надо обратить внимание? На то, чтобы в некоторых местах построили капитальные здания, их уже невозможно сдвинуть, и это мешает в перспективе расширению дорожного полотна. Таких вещей дальше быть не должно. Строго мы должны следовать этому правилу. Есть от осевой линии нормы, за которыми надо строить. Да. Вот это надо иметь в виду. Все вопросы, связанные со строительством вдоль республиканской трассы, необходимо контролировать, и все это должно соответствовать существующим нормативам. И еще один вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, что касается спортивных площадок. Есть у нас республиканская программа, поручено ее реализовать Министерству просвещения, Минфин его будет финансировать во всех, без исключения, школах. В этом году мы должны будем построить спортивные площадки. Уже по линии Минпроса поручения были даны РУНО, площадки были подобраны, и мы начнем работать. И в этом плане надо будет, чтобы вы связались с Минпросом и тоже контролировали ход реализации данной программы в вашем районе. Конечно, планомерно ведется 2023 года расчистка дороги. Более того, отчуждение не только на центральной республиканской трассе. Мы также провели работу отчуждения от железной дороги. Для того, чтобы в последующем, когда будет, даст Бог, пойдут поезда, чтобы не было никаких препятствий. На эту тему тоже ведется работа. С теми селами, где проходит железнодорожная ветка. Что касается трассы, мы в этом году работаем в сторону аэропорта, ведется работа, кабинет министра оказывает содействие, проводится на Малой Скурче мост, который ведет к аэропорту. Работы уже завершены качественно и надежно. Что касается всех остальных вопросов расчистки, мы всячески воздействуем и помогаем абсолютно во всех вопросах для того, чтобы дороги были доведены, приведены в идеальный порядок, для того, чтобы наши гости могли комфортно передвигаться и видеть все прелести нашего района. И еще один такой вопрос, о котором я хотел сказать впервые публично. Скорее всего, с большой долей вероятностью, в этом году мы начнем восстанавливать комплекс дома отдыха имени Смитского в Кулерипском районе. Переговоры на завершающей стадии, должен быть документ соответствующий, на этой неделе подписан. В плане реализации интерес проявляют структуры российские, которые могут и имеют несколько масштабных реализованных проектов. Это тоже дополнительные рабочие места, это целый пласт. Это добрая весть. Да, это добрая весть. Я надеюсь, в этом году, к концу этого года, мы уже приступим к очистке и так далее. Это величественные сооружения, имеющие не только для нас ценность, это общечеловеческая ценность. Да. Правда, оно находится в ужасающем положении. Я надеюсь, что и парк Смитского не обойдет вниманием. Это все будет сделано в комплексе. Спасибо за подробный отчет. Благодарю за работу и желаю успехов в этом году, куда более существенных, чем это было в 2023. Божьей помощью и вашей поддержкой. Всех благ.